Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня с вами я, Мама Гуля. Сегодня 11 марта. Погода очень хорошая, солнечная, даже ветра нет. А на улице снега навалило, это ужас. Каждый день копаю, даже заболела. Копаю, потею. Но приходится мне и раздетая бегать. Я такая, ленюсь одеваться зимой. Вторую прививку мне не делали, потому что я болела. До сих пор немножко болею. Метатвод дали на 10 дней. В конце следующей недели пойду делать вторую прививку. Снега много, приходится копать много. Даже уже кидать некуда. Называется, пришла весна. Зима не хочет уходить. Постоянно сильные ветра. Сильный снегопад. Но помогают мальчики тоже. Я их больно не заставляю, потому что у них еще кости, наверное, не окрепли. Мне жалко их. Но все равно помогают. Я очень довольна. Пусть самое главное знают, что женщинам тяжело делать мужские работы. Поэтому я их стараюсь учить. 3 дня назад мне позвонила классная руководительница и сказала, что у Кирюши что-то болит живот. И выглядит он не очень хорошо. Я поехала, забрала его, привезла домой, вызвала скорую помощь. Сказали, что надо показать хирургу. Похоже на острый живот. Это значит аппендицит. Хотели сразу забрать его. Я сказала, сейчас сама повезу, переодену, потому что он в школьной форме. Но ходил еле-еле. Держал с правой стороны снизу живот. Выпрямиться не мог. Когда поднимал правую ногу, отдавала сюда. Тоже я подумала, что аппендицит. Сразу мы сдали кровь. Потом пошли прием-покой. Лейкоцит был повышен. 9,47. Рой 5. Осмотрел хирург. Сделали ему укол. Поставили систему прямо в прием-покое. Процедурным. Я сидела около него. А после системы у него проверили кровь еще раз. Лейкоцит упал на 7. Состояние улучшилось. Живот перестал у него болеть. Хирург сказал, все равно я буду сегодня ночью дежурить. Если у него опять появятся боли, значит, я его оперирую. Мы оставили его. Предупредили, что хирургия очень холодно. Повезла ему теплые вещи. Оставила его, но кушать не велели. Мне так было его жалко. Потом через некоторое время сказали, что он любит, можете принести покушать. Он уже чувствовал себя хорошо. Я быстренько сварила ему кушать, отвезла. Он покушал. Но пока овощи, фрукты не разрешили. И он там провел ночь. Я писала ему бесперестанно. Сказала, если чуть-чуть заболит, не стесняйтесь. Там скажи медсестре или рядом кто с тобой лежит, чтобы позвали врача или медсестру, чтобы не стеснялся. Дети же могут стесняться. Он сказал, все нормально, живот не болит. 10 часов он уже писал мне, все со мной хорошо, я спать хочу, и он заснул. А я всю ночь не спала, переживала, мало ли что с ним. Ребенок же, рядом нет. Я бы, конечно, попросила бы, чтобы меня к нему пустили. Я бы всю ночь могла бы сидеть около него.
Но у нас пока из-за пандемии никого не пускают туда. Рано утром, 7 часов, он мне пишет, все хорошо, врач меня посмотрел, и ночью посмотрел, и утром посмотрел, все хорошо. Часиков около 10 внук мне звонит, мамочка меня выписывает, забирайте меня. Я его забрала, а сегодня он пошел в школу. Все с ним хорошо, пока нам нельзя ни овощи, ни фрукты, вот такие дела. Слава Богу, все обошлось. Он себя чувствует хорошо. Вот такие ночи были у нас. Я очень переживала за него. Сейчас мне привезли мясо, 15 с лишним килограмм. Резали вчера, я позвонила. Мясо хорошее. Хочу пропустить. У меня скоро у мужа поминки. Готовлюсь на поминки. Сделаю пельмени, заморожу. Муж котлеты любил. Последнюю неделю, когда он болел, он меня просил, чтобы я ему пожарила котлеты. С удовольствием кушал, хотя аппетита не было. Хочу тоже на стол котлеты тоже пожарить. Я мусульманка, он православный. Не знаю даже, что приготовить на поминки. Я знаю, что у православных разнообразные каши готовят, рыбу, 2-3 вида супа, кисель. А я думаю, поминать мужа не обязательно, наверное, накрывать стол, как у православных. Я буду готовить то, что он любил. Да рыбу он любил, будет рыба. И жареная, соленая, и копченая. Котлеты любил, пельмени любил. Хотя он русский, ни борща, ни рассольник, ни щи не любил. Любил домашнюю лапшу. Поэтому я, наверное, буду готовить домашнюю лапшу. 30-го будет ровно год, как его не стало. Закажу в церковь службу, и дома будем сидеть с родственниками, соседями, помянем его. Мясо очень хорошее. Мясо со вчерашнего дня не совсем еще замерзло. Резали, говорит, вчера после обеда. А привезли мне только что. Где-то полчаса тому назад. Отличное мясо. Без уколов. Кормили сами. Эта семья занимается мясом на рынке. Закупают и продают. А этого башмака, телку, значит, они сами вырастили. Я у нее просила заранее. Это Земфира с Салаватом. Они живут в Турмаеве. Соседи моей подружки Флоры. Очень хорошие люди, честные, добросовестные. Этот кусок я все пропущу. А эти сейчас в морозильник поставлю. У меня будет еще курица, будет гусь. Я очень люблю ребры, поэтому ребры заказала. Они очень вкусные. Я каждое ребрышко вот так нарежу, когда сварится мясо. Подаю с картошкой. Очень вкусно будет. Вы, наверное, удивились, что я ролик выпустила поздно. Да были гости. Только из Сибая не смогли приехать, потому что пурга, метель, буран. Когда закончится все, приедут. Спасибо вам, мои дорогие, что поздравили меня, моих детей. Мне очень приятно. И спасибо, что вы меня поддержали. Когда я ездила на прямой эфир, да, действительно, я там волновалась. Но ничего, все прошло. Как же без волнений? Без волнений никак. Сегодня погода очень хорошая, но когда я закончу заниматься с мясом, накормлю внука, отвезу в школу, выйду еще раз копать. Копать и копать. Мясо отличное прямо. И на гуляш хорошо будет. Да без мужа тяжело. Сутки мужские дела он сам делал. Но, правда, снег мы с ним вместе копали, потому что одному тяжело. У меня еще цветы не сажены, помидоры не сажены. Дел много. Я не понимаю, как я успевала, когда я работала, все эти дела делать. Я и сейчас не успеваю. Хотя я нахожусь дома. Ну, конечно, мой канал время много отнимает у меня. Дети подросли, уже легче. Самое главное, лишь бы не болели. Очень плохо, когда дети болеют. Не дай бог. Когда сами болеем, еще терпим. А когда дети болеют, когда скотина болеет,
Очень плохо. Дети еще говорят, где что болит. А скотина не говорит. Не умеет говорить, где что болит. Тоже очень тяжело. Ждала я очень весну. Весна пришла, все равно зима не уходит. Поскорее бы снег растаял. Не люблю одеваться, поэтому выхожу быстренько-быстренько раздетая. Думала, быстро захожу. Если баню затоплю, в баню быстренько схожу, не одеваясь. Думаю, быстренько дров подложу. Вот так я и простываю. Или водичку вынесу козочкам. Я ленюсь одеваться. Детей ругаю, что они раздетые ходят, а сама так же делаю. Кто бы меня поругал. В апреле в начале приезжает мама внуков, работает нормально, переписываемся. Вообще мясо хорошее. Я только у них беру в основном. Бывало в городе фарш покупала, все равно не то. Хотя они пропускают при мне мясо, но все равно не то. С чем-то отдает. Вот недавно последний раз 5 килограмм купили. Я начала готовить, мне кажется, с чем-то отдает. Как я только приехала из города, фасовала вот в таких мешочках, положила в морозильник. Как только я начала готовить самсу слоеную, что-то было подозрительно. Я, конечно, запах мяса не люблю, запах рыбы не люблю. Потом начала нюхать и вроде с чем-то отдает. Не тем вот с каким-то протухшим мясом, не таким запахом, а запахом лекарства, что ли. Я пекла слоеную самсу, думала, мне это кажется. Как только испекла большой лист самсы, я открыла в горячем виде, понюхала, и запах этот же пошел. Я все это отдала курам. Остатки, что у меня осталось, я отдала сестре собаку. Тузик хорошо покушал. Вот поэтому я теперь не буду, наверное, покупать готовый фарш на рынке. Лучше купить мясо, делать самим, чтобы быстрее они росли, гормоны качают. Иногда бывает, мясо покупаешь на рынке в городе, но я не покупала. Люди говорят, как только мясо начинает вариться, запах лекарства появляется, говорят. Вот так же у меня в фарше запах лекарства было. Это, наверное, гормоны. Поэтому не хочу я больше фарш покупать ни в магазинные, ни на рынке. Пусть работает на славу Земфира с Салаватом. Буду у них брать. Они каждую неделю приезжают сюда с Стерлибашева, продают мясо. Если нет денег, они и в долг дают. А для супа я всегда заказываю ребрышки. Наваристый получается бульон. Вот так, мои хорошие. Поскорее бы лето. Навалило очень много снега. Я не представляю, как начнет таять. Везде будет вода. Наверное, будем ходить в резиновых сапогах. В ботинках, в сапогах таких не получится ходить. Потоп будет. По нашей улице вообще будет вода, жижа, слякоть будет. Я не знаю, если чистить не будут дорогу, грейдера не будут часто проезжать, то я не знаю, не представляю, какая будет у нас дорога по нашей улице. В прошлом году я постоянно застревала, плохо чистили. Вот буду звонить. Эти кусочки оставлю-ка я мальчикам. Гуляш сделаю, наверное. Вот столько я мяса накрутила. Простой мясорубкой. У меня мясорубка сломалась еще в прошлом году. Мясорубка была у меня украинская. Но запчастей нет. Когда Роза была, с ее мясорубкой пользовались. А так Юлиной мясорубкой пользуемся. Обычно Юля приезжает и мне накрутит мясо. Но я этот раз не стала ее беспокоить. Она сейчас на работе. А я дома. Пока мясо полумороженое, я пропустила. Все нормально. И вот совсем другой запах от свежего мяса. Не то, что покупной фарш, который я обычно покупала в Стерлитамаке на рынке. Да, действительно, там не знаешь. Хотя пропускают при мне. Вот какой красивый цвет фарша.
Теперь спокойно можно бакбалеш делать, самсушек, пельмени, манты налепить. Вот и все. Мясом я управилась. Теперь я хочу сделать детям живой морс. Витаминный. Я пропускаю черную смородину через блендер и смешаю кипячено охлажденной водой. Витамины не пропадут, потому что я не кипячу. У нас весна, может быть авитаминоз. В черной смородине есть аскорбинка и много витаминов. Я думаю, это будет полезнее, чем любые весенние фрукты. И поможет нам защититься от простуды. Ну, на этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всего вам доброго, мои любимые.